Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, подписчики канала «Шаг мы земляне». Сегодня сегодня у нас 15 марта 2025 года. Ну и мы решили встретиться на очередной беседе по международному общественному проекту «Мы земляне», который был инициирован Александром Прокопьевичем Габышевым. Наша цель международного общественного проекта «Мы земляне» – объединить пытливые сердца и умы, чтобы создать волну перемен в сторону желаемого мира. Мы верим, что дружба, знание и гармония с природой – это ключи к лучшему будущему. Независимо от нашего положения, культуры и вероисповедания, мы все существуем на одной нашей планете. Наша субъектность проявляется в том, что каждый из нас вносит свой вклад в общее благо. Мы равны перед природой, и наша ответственность заботиться о ней. Давайте вместе сохранять нашу планету и строить будущее, где каждый человек имеет право на счастье и уважение. Земля – наш общий дом. Друзья, для тех, кто смотрит этот ролик впервые, скажу о том, что у нас имеется также канал на Дзене, называется Виктор Егоров Дед Мороз. Также у нас имеется сайт шаманов.ру, группа ВК имеется «Шаг мы земляне», канал на Бастионе тоже «Шаг мы земляне», на Бусти. Ну, правда, на Бусти он назывался «Открытый микрофон Саянск», сейчас он переименован «Шаг мы земляне». Ну, также YouTube канал, на котором вы этот ролик смотрите. YouTube канал «Шаг мы земляне» тоже в свое время был переименован с канала «Шаг Александр Габышев». Ну и также хочу сказать о том, что все, кто смотрит этот ролик, вы также можете присоединиться к обсуждению через телеграм-группу «Шаг и земляне». Все ссылки находятся в описании. Сегодняшняя наша тема – «За мир против войны». Немного предыстории. 26 сентября 2022 года Надежду Низовкину и активистку Наталью Филонову, задержанных на акциях против мобилизации, за 2 дня до этого привезли в Советский районный суд рассматривать административные дела о повторном нарушении правил участия в митинге. Часть 8 статьи 20.2 КоАП. Но в суде объявили эвакуацию. Их повезли в разных машинах, после чего против Филоновой Натальи Ивановны возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским. Надежда Юрьевна Низовкина представляла ее интересы, но затем ее допросили как свидетеля, в связи с чем она больше не могла выступать в качестве защитника. Позже против Низовкиной возбудили дело об отказе в даче показаний по делу Филонова.
21 октября 2022 года Наталью Ивановну Филонову задержали в рамках нового уголовного дела о применении насилия представителям власти. Пенсионерка отказалась от назначенного следствием защитника, потребовала допуска к ней ее общественной защитницы Надежды Низовкиной и объявила голодовку. На суде по избранию меры пресечения она также требовала допустить Низовкину в качестве общественного защитника, но суд отказал, мотивировав это тем, что у правозащитницы нет статуса адвоката. Наталью Филонову поместили под домашний арест. 15 ноября стало известно, что в деле появился еще один эпизод. Филонова подозревают в том, что она сломала полицейскому палец. Ее задержали, она объявила голодовку. 17 ноября Филонову взяли под стражу. Это произошло после того, как у ее мужа случился инфаркт, а приемный сын пропал. И она и с электронным браслетом на ноге отправилась его искать. Надежду Низовкину допросили по делу как свидетельницу, вследствие чего она больше не смогла выступать в качестве защитника Филонова. Позже против нее возбудили дело об отказе от дачи показаний. В марте 2023 года стало известно, что прокуратура вернула дело следствию, а приемного сына Филоновой отправили в детский дом. 31 августа 2023 года Филонову приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. В марте 2024 года стало известно, что Филонову в колонии лишили доступа в библиотеку после того, как она на вечере памяти Пушкина прочитала в глубине сибирских руд и ответное стихотворение Александра Адаевского. 4 марта 2025 года в 10 часов 51 минута местного времени Наталья Ивановна Филонова вышла на свободу. Ну, а как это было, в небольшом отрывке из трансляции с канала Надежды Низовкина я предлагаю вам посмотреть небольшой ролик, буквально на 1,5 минуты. Друзья, пока отключите микрофоны, чтобы это шум не было. Ой, товарищи, послушайте-ка. Спасибо, конечно, большое. Спасибо. Спасибо. Ну, Надежда Юрьевна, здравствуй, моя дорогая. Привет. Все поддерживают вас в прямом эфире. Ну вот, отмечают это как высочайший праздник оппозиции. Это событие все очень долго ждали. А что, Филонова, не оппозиция? Я своим друзьям написала о том, что мелкопакостнические действия со стороны сотрудников колонии обернутся тем, что я пойду в мятом виде, но так как считается мятый и, так сказать, слегка этот вид, это получается практически мода. Дайте свой первый комментарий. Шапка в кармане у меня. Мне нужно получить еще документы, меня сейчас ждут. Документы. Первые несколько слов необходимо сказать, хотя бы одну фразу, потом будем решать все бюрократические вопросы. Ну, поздравьте просто. Во-первых, я хочу сказать о том, что я села именно за то, что я призвала к миру.
А теперь за столом переговоров сидят политики, которые говорят о мире. Вот я считаю, что я добилась своего, меня услышал мир. Вот так. Будьте добры, я скоро приду. Ну вот небольшой ролик, друзья. Сейчас хотел бы поприветствовать в нашей комнате Наталью Ивановну Филонову, ну и Варазата Антоняна, который тоже подключился к нашей беседе. Друзья, включите микрофон. Наталья, включай микрофон. Здравствуй, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, 100 лет не видела вас, Варазда. Ну, Рада, что вы там все благополучно у вас. Наталья Ивановна, буквально, вкратце, расскажите, как вы провели все эти годы, месяцы в закрытии, в заперти, так сказать? Ну, получается, что самые страшные месяцы для меня были это месяцы моего заключения в СИЗО, в этом, как сказать, в Улан-Удэ, потому что я не знала о судьбе своего сына, не знала, что у меня дома происходит, не знала, как у меня муж. У меня были этим следователем Дамдиновым запрещены звонки, корреспонденцию мою тоже также отлавливали. Ну, какое-то время вот это я не могла связаться и что-то знать, но тем не менее я продолжала бороться. Подавала на все решения суда апелляции. Вот вы говорили сегодня вкратце насчет того, что не допускали моего представителя Надежду Низовкину. Это на самом деле так. Это было нарушение Конституции, это нарушение было моих прав. Это они пытались заложить такого рода прецедент, и с этим я боролась. Я боролась с одной стороны, с другой стороны мне помогали бороться люди, мои друзья, незнакомые совершенно люди, те, которые отлично понимали, к чему все это дело ведет. 49-я статья, часть 2 УПК, как раз говорит о том, что наряду с адвокатом профессиональным имеешь право допустить, суд имеет полное право допустить правозащитника. Это могут быть даже не юридически подкованный человек. А в моем случае был как раз человек юридически подкованный, имеющий практику. Тем более мы работали с ней в связке, и мы могли, значит, как говорится, и делали это, отстаивали права других, то есть правозащитную такую вели тему, отстаивали права других граждан в Улан-Удэ, Бурятии. И, в практике в нашей Петровск-Забайкальский был, Чита тоже, но это было уже как бы давно. Ну, а в этом случае суд, прокуратура, Следственный комитет шли рука об руку, вот, и, в общем, пытались меня продавить. Вплоть до того, что угрожали тем, что заберут моего ребенка в детдом, если ты не сознаешься, если ты не примешь, как говорится, это обвинение и так далее. Давили на меня даже в таком плане. Заявляли, что ты же, какая-то старушка там, вообще ничего не понимающая, тем не менее это на тебя надавили, то есть они пытались раскрутить вот такую ситуацию, чтобы, то есть эта самая старушка побежала сотрудничать со следствием и побежала, значит, это самое, как говорится, наговаривать на своих друзей, там, соратников, земляков, там, и незнакомых людей, то есть ее заманили прямо в ловушку, ничего она такого не могла. На самом деле вот эта позиция, в общем, как говорится, это очень слабая позиция была следствия, потому что если они рассчитывали в этом плане меня сломать, то у них ничего не получилось. Они грызли, конечно, локти, они грызли, так сказать, гранит науки своей правозащитной, с какой стороны можно все это обойти, объехать, и нагло фальсифицировали, продолжали вот это свои действия. Потому что первоначально
мне предъявляли обвинение по первой части 318 статьи. То есть это наиболее легкая часть и даже предусматривала бы в некотором случае, ну, не домашний арест, а вообще условное, условное, так сказать, наказание, если даже доводить это до конца. Они этим не удовлетворились и переквалифицировали в часть вторую. Подтянули человека, как я говорю, из обоймы Кудинова, министра внутренних дел Бурятии, этот Аюр Данзанов, если к тем полицейским, которые волею, так сказать, приказа оказались на моем пути и которые выполняли вот эти вот несвойственные им функции, поскольку они даже не находились при исполнении, и их прикрывала эта судебная система, делая вид, что они находятся при исполнении, то есть к ним можно 318 статью предопределить. Вот. Но, значит, вот этот вот, как я его называю, опричники это из личной гвардии Кудинова, Аюр повторилась, они не постеснялись даже прийти в школу для детей-инвалидов, где я в это время тьютором была, сидела на занятиях у детей, помогала проводить контрольную работу, там шла контрольная работа по истории. Так вот, они не постеснялись прийти и оттуда меня забрать. Я их вообще никого не трогала, но тем не менее почему-то оказалось так, что я ему то ли левый палец, то ли правый палец, то ли на левой ноге, то ли на правой ноге, то ли на руке. То есть они сами путались в этих своих показаниях. Потом непосредственно экспертиза, которая была проведена, доказывала даже то, что легкая травма, которую он получил где-то, совершенно не сделанная мной, но на которую возложили, значит, на меня эту вину. Ну, здесь вот долго говорить по этому поводу как бы не имеет смысла. Смысл в том, что, да, Следственный комитет, прокуратура, суд, все они в связке выполнили одну единственную перед ними поставленную задачу, почему-то эту самую старушку закрепить ее сначала в СИЗО на долгий год, а потом, значит, погнать даже не в Бурятии ее оставить, а погнать ее в эту самую колонию, которая находится в Иркутской области, Базой. Ну и вот, и говорить о том, что они приняли эстафету, это значит ничего не говорить. По сути говоря, единственное, ну, какое у меня осталось такое, может быть, не то что предубеждение или что-либо еще, я понимаю, что те люди, которые работают в этой системе, они не могут прыгнуть, и они могут быть хорошими, может быть, родителями, они могут быть товарищами друг другу хорошими, но когда они стоят перед выбором, что им нужно, значит, выполнить определенные действия, они их выполняют, эти действия. Но причем дают тебе понять, ну, что они не хотели бы тебе зла. Ну, вот исходя из всего этого, значит, я, учитывая, что шла корреспонденция со всей страны, из-за рубежа, поддерживали волонтеры, поддерживали неравнодушные люди, мне вот эти самые срок заключения не показался, знаете, настолько суровым, насколько он был на самом деле. Он был на самом деле, конечно, суровым, учитывая мое состояние здоровья, о котором я сейчас не хочу особо распространяться. Ну и то, что я, знаете как, я вспоминала Юрия Дмитриева, который, оказавшись за то, что он проводил расследование по ГУЛАГам, по Сандармоху, вот, значит, оказался он в этом на длительные годы в тюрьме, по-моему, даже строгого режима. Я вот сейчас не могу, мне нужно возобновлять, как говорится, какие-то контакты, информацию поднимать. В чем-то я отстала от жизни, нужно это самое налаживать эти связи. Но и тем не менее, значит, хочу сказать, что он ну, писал документалистику, исследовал, и он то же самое продолжал делать в тюрьме. То же самое. То есть он и вот это заключение расценивал как работу. То же самое сделала и я. Я даже где-то в каком-то плане об этом даже и не знала, просто параллельно это действовало. А узнала я об этом из писем, которые присылали мне люди, о том, что он там работает, о том, что он продолжает, ну, в общем, это вот свою исследовательскую деятельность, но он, конечно, ученый, историк,
Я обычный, ну, может, корреспондент, но умею, значит, анализировать определенным образом, понимая там, значит, все это. Я работала. У меня пытались отобрать вот это, самое главное, да, мою работу. То есть не передавали мне письма, не давали мне возможности общаться. Вот, закрыли меня в этот самый СУС, где все зарешечено. Ну, то же самое, что было в СИЗО. В СИЗО там клетка, и здесь клетка. Там камеры, и здесь камеры кругом. Каждое твое действие, каждый твой шаг отслеживается, отсматривается, твои слова перефразируются, пытаются окружение твое склонить против тебя. Ну, в общем, я с этим столкнулась в колонии. Когда, допустим, ты человеку помогаешь, а потом этого человека берут и начинают его давить. Вот. Давить начинают, и этот человек пишет, ну, против тебя какого-то рода показаний. Ну, для того, чтобы можно было закрыть тебя там, сделать тебе системную злостность создать, и закрыть тебя там, например, в эту самую камеру. Ну, я себя, в общем-то, настроила на то, что везде люди, везде люди. Человек привыкает ко всему, и таким образом, работая с письмами, читая очень много, потом создавая полезную так себе занятость, ну, в общем, люди присылали мне клубочки, там спицы, и я просто вязала. Я вязала носочки там, всякие сумочки детям из психологического, вот, из психоневрологического интерната, над которыми, кстати говоря, шествует колония. Но в этом плане получается так, что люди везде, где бы они ни находились, вот я такой вывод для себя сделала, они пытаются ну, какую-то полезную деятельность для других организовывать. Но в этом какой-то определенный плюс. Может быть, это было бы, надо было бы сделать. Я даже выходила с предложениями там, вот, значит, там швейные цеха. Я говорила, там старушек много сидит, ну, в первую очередь себя подразумевая. Вот. И я говорю, и нужно делать какую-то полезную работу. Не просто там сидеть, понимаете? Не просто там это бездельничать, там, значит, крутить в мозгах какие-то, значит, такие мысли тревожные, гонять туда-сюда, а просто вот эту обеспечить занятость. Ну, предлагала. Я говорю, у вас там остаются обрезки, то все. Современные направления, там есть там всевозможные пэтчворки, там можно было пошить какие-то сумки, можно что-то еще. Но меня поднимали на смех, они предпочитали всю вот это вот, как говорится, лишние лоскуты, причем их там очень много, машинами вывозили, мне кажется, то, что я видела сама там, что подъезжают машины, загружают все это оставшееся и вывозят это, все это выбрасывается. Ткани исключительно хорошие, работу там они профессиональную делают, женщины, которые там сидят. А вот эти вот старушки, которые в отряде там пенсионеров находятся, то есть они могли бы это делать. Мне такую работу делать не дали, ну, чтобы организовать. Они боятся организации, любой. Пусть ты организовываешься по поводу чтения книг, обсуждения литературы, или ты организуешься вокруг чаепития, там обсуждаешь какие-то вопросы, касающиеся семьи, погоды, там, значит, урожая, все что угодно. Оказывается, это никому не надо. Оказывается, вот именно колонии вот, предпочитают, чтобы были люди не дружественно относящиеся друг к другу, а может как-то чересчур, значит, отдаленно, ну это мягко сказано, вот. И поэтому вот эта вот самая сложность, которую я это увидела, ну, я как журналист, определенным образом отработавший много лет и создавший свою газету собственную, я эти проблемы увидела невооруженным глазом. Поэтому я против этих проблем выступала. Выступала и на дисциплинарных комиссиях, там, на административных, потом объясняла людям, что нужно быть, оставаться людьми. Может быть, делала это чересчур открыто, потому-то меня и закрыли в этот самый СУС, и в дальнейшем в ПКТ. А так, в принципе, все это прошло. И причем получилось благодаря моей работе, благодаря поддержке людей, благодаря связи, которая непрерывная оказалась, несмотря на все действия администрации. Благодаря всему этому я вышла с полной уверенностью, что этот опыт тюремный оказался не напрасным. Примерно так. Спасибо, спасибо, Наталья, за такой развернутый ответ. И по ходу ответов я пытался вроде как бы и задать вопрос, но тем не менее вы меня опережали, и все эти вопросы ушли мимо, но вы сами на них все это ответили. Ну и
такой вот вопрос, который тоже поднимался очень сильно в нашем кругу, так сказать, а, о том, э, документе, который изначально существовал на сайте правительства Российской Федерации. Э, Потом он изменился, о том, что президент, значит, Владимир Владимирович Путин решил вас помиловать. Вот об этом что-нибудь с точки зрения вашего видения оттуда что-то вам предлагалось или как это? А, Хотя зайду вперед, мы знаем о том, а, что вы отказались от этого помилования. Даже я лично был даже уверен, не зная даже о том, отказались вы или нет, но я был уверен, что вы откажетесь, и так и произошло. Хотя сейчас все, ну, как говорится, СМИ или там, ну, короче, все, кто в курсе этой темы, пишут, что это вроде как этого и не было. Но что-нибудь об этом, вот именно с вашим видением как бы оттуда. Как вы узнали об этом и вообще ваши действия? Но дело в том, что накануне это получается что? Это перед 8 марта это Да-да, все перед произошло. 8 мартом. Да, там еще были впереди предстоящие как бы выборы президента, ну как у нас выборы в Да. кавычках президента Путина. Ну и вот, тем не менее, я, значит, так понимала, что последуют какие-то гуманитарные акции. Ну, и никоим образом не предполагала, что это может коснуться меня. Ну, потом я ожидала в этот период времени кассацию. Я ждала как манны небесной, потому что я рассчитывала на то, что самое основное у меня был упор, самый основной был упор у меня на то, что меня лишили конституционного права на защиту. И, я рассчитывала, что, Кемеровский ну, вот этот самый кассационный суд обязательно, вернет дело на доследование. Мне важно было вернуть дело. Пусть бы это длилось даже дольше, но через прокуратуру я рассчитывала доказать, что переквалификация имела место, фальсификация имела место и так далее. То есть я возлагала все надежды, мои были направлены именно на кассацию. Определенная вера какая-то у меня в это, так скажем, правоохранительную систему, что ли, еще оставалось в этот период времени. Но я понимала, что через суды можно что-то порешать. Хотя бы, когда ты начинаешь судиться, начинаешь запрашивать, ходатайствовать и так далее, ты можешь ознакомиться с материалами, ты можешь написать возражение, ты можешь, значит, обратиться там и указать на нарушения на какие-то и так далее. Основная у меня была цель именно кассация. И вот приезжает человек ко мне, незнакомый, молодая женщина, и она говорит мне, прошла, говорит, информация о том, что вы появились в списке, ну, говорит, мы, говорит, видели эти самые списки, 52 человека, видели, говорит, что ваша фамилия там фигурирует, в списке на помилование. Как вы к этому относитесь? Кто к вам обращался? Что происходило? Я говорю, никто ко мне официально не обращался. Я так понимаю, что это было просто, ну, определенным образом засланный казачок, да, им нужно было важно узнать мою позицию. То есть получается, что мне пытались, а, ну, они пытались выйти из этой ситуации. А рано или поздно же будет понятно, что вот это все фальсификации, притянутые за уши и так далее, когда-то придется за это отвечать. То есть это иллюстрация определенным образом тех людей, которые вот принимали участие в этом во всем. Поэтому я понимала, я так ее и расценила. Я говорю, я понимаю так, что они просто хотят сделать хорошее лицо при плохой игре. Они хотят мне предложить эту самую свободу как милостыню. А я хочу ее получить не как милостыню, а как вполне ну, официально добившись вот этой самой справедливости. Поэтому я сказала, давайте, говорю, я на ваших документах напишу, что с барского плеча мне и шубы не нать.
ну, используя, значит, формулировку из известного мультика, где там Леонов озвучивает то ли медведя, то ли еще кого-то и говорит об этом. Ну, в общем, мне кажется, это довольно известная фраза, я именно с такой интонацией ее и произносила. Написала на этих бумагах, потому что я делаю ставку на кассацию, никакого помилования мне не нужно. Я намерена выиграть в суде и добиться справедливости. Вот это был мой ответ. Мой ответ. Я долго на эту тему молчала, ничего там ни в отряде, нигде не говорила, но я понимала, что просто меня из этих списков вычеркнут. Так оно и произошло. Об этом я узнала позже. А кассацию благополучно я проиграла. Каким образом? Через несколько дней, по сути говоря, ну, 2 недели прошло после этого нашего разговора, с этим человеком, с этим представителем, ну, который пытался у меня узнать мою позицию. Вот. И я пошла на видеоконференцию по кассации. И, значит, может быть, моя, ну, это была моя позиция, понимаете, это, если бы я была бы помудрее, поумнее, похитрее или как-то, может быть, продвинутее, что ли, я бы, конечно, эту тему, может быть, не стала поднимать. Но поскольку я человек открытый, что думаю, то и говорю, поэтому я и там, ну, так и сказала в этой самой кассации. Сидела тройка, видеоконференции я видела, и, значит, я им говорю, что было нарушено конституционное право и так далее, и так далее. Значит, я поддерживаю все вот эти доводы, которые адвокатам выдвинуты в этой кассационной жалобе. И, в общем, представляю даже свое, ну, свое видение. И зачитала стихотворение Лившица «Квадрат». Вот так вот. Они встали все трое в раз, сказали, суд удаляется на совещание, и буквально через минуту, две, они явились и сказали, решение остается в силе. Я сказала, как же так? Разве вы не видите? Ну, уже видеоконференцию отключили, и я пошла несолоно как бы хлебавши. Но я так подумала, что, наверное, это тот путь, который я должна пройти до конца. То есть я понимала, я еще делала несколько попыток, кстати говоря, когда вот уже я находилась в СУС, это уже прошло там полгода после этого, я находилась в СУС в это время, и колония подала на меня иск, административный надзор. Причем затребовал все виды ограничений. Все, буквально какие существовали. Не только запрет на массовые митинги, мероприятия, но и, значит, нахождение дома под замком, как я это определяю, с 22 до 6, и еженедельную отметку. Еженедельную. Ну, то есть этот цикл настолько они предполагали соорудить короткую, что вырваться и выйти, пройти по острию ножа и не получить нарушений, и в дальнейшем не вернуться в колонию, это же получается путь, ковровая дорожка, которая выстилана обратно в колонию. Понимаете, в чем вопрос? Но я вот билась на этом самом суде как могла, сумела, значит, ну, я думаю, что сумела я все-таки убедить суд в том, что надзор в 3 года и вот такие вот ограничения ни в коем случае недопустимы. У меня не тот случай. Нет даже предположить, что вот это инкриминируя мне преступление, которое они мне понарисовали, значит, они, ну, в общем, имеет место быть. Даже если предположить это, получается, что я же ни на кого 318 предполагает, что я должна набрасываться на представителей власти. Вот где бы ни прошел представитель, я на него накидываюсь там и так далее. Вот это рецидив. Вот такого рецидива не было. Они убедились в этом, что я достаточно человек, ну, в общем-то, социально благополучный, если можно так выразиться. И просто так без умысла, ну, без какой-то причины, да нормальный человек, любой другой человек не будет бросаться ни на кого, да. Существуют определенные какие-то, даже не может не правила, не запреты, нормы поведения, ну, на которых мы воспитаны. И, как говорится, не тот случай, где можно было бы что-то себе подобное позволить или что-то в этом роде. Но смысл был такой, что они не имели права по-хорошему меня садить ни на спецучет по 318, не имели права садить меня на спецучет по, значит, как склонную к экстремизму. Ну, они на такие учеты меня посадили к приезду в колонию сразу. И вот в тот момент, когда они уже практически оставалось мало времени, до того, как мне выйти, срок заканчивается, я попытку делала о том, чтобы проверить судебную систему, насколько она лояльна, насколько она самостоятельна. И я подавала, значит, заявление, но исковое, чтобы применить к себе 80-ю статью. Ну, в общем, как бы выйти из колонии досрочно. Даже это неудобно.
Это более такая жесткая статья. Но и суд все сделал для того, чтобы этого не допустить. Они тянули практически до последнего момента, но за несколько дней до моего выхода они приняли решение, что, значит, никаким образом это ну, ко мне не должно быть применимо. Я знала, что к политически ангажированным, к политически мотивированным преступлениям, как они это выразили, нет, значит, дороги по гуманитарным актам. Вот вам и помилование, вот вам и гуманитарные акты, вот вам все отношение власти. Это не более чем игра, не более чем поддавки, не более чем ну, возможность показать, какие они у нас хорошие, белые, пушистые, и как они, значит, относятся нормально к старушкам и ко всем другим людям. Мы увидели, как они относятся. Год назад, 16 февраля, мы увидели, что не стало главного оппозиционера страны. И кто в этом виноват, мы все понимаем. Даже говорить об этом вслух, может быть, и не стоит. Вот, пока до поры до времени. И поэтому, значит, и то, что вот мы говорим, ну, о войне мы тут не говорим, как вы сказали, и тем не менее, значит, вот эти позиции мирных переговоров, этих перемирий, мы сейчас все имеем возможность увидеть красивое лицо при плохой игре. Никто ничего не намерен делать какие-то шаги к перемирию, к миру и так далее. Мы все это сейчас видим, ощущаем на себе. Ну вот и я к тому, что, значит, провожу такую определенного рода аналогию с тем, что произошло со мной. Ну, то есть, понятно, ко мне было предвзятое отношение заранее, ко мне было, значит, это вот такое вот, сказать, чтобы, ну, как лишний раз меня там прижимали или нет, я как бы это все проходила, не придавая этому определенного значения, но смысл был один. Вырваться из этих клещей, по сути, невозможно. Поэтому, значит, я придерживаюсь такой мысли и, в общем, обращаюсь ко всем, кто меня хочет услышать, и если поймет меня правильно, постарайтесь, постарайтесь не давать повода. Не давать повода. Не в том смысле, что промолчать, не в том смысле, что не выступить, не высказать свою позицию. Просто-напросто они, понимаете, они начинают закручивать гайки, не дать возможности им это сделать. У каждого, наверное, есть такие, ну, как бы соображения по этому поводу. И выйти, ну, не то чтобы выйти сухим из воды, но, по крайней мере, чем меньше окажется людей, значит, ну, подвергшихся репрессиям, это бы, конечно, было лучше. Возможно это сделать в наших условиях? Я не могу сейчас это сказать. Но и молчать нельзя, и нельзя подставлять. То есть нужно, в общем, моя позиция в этом плане такова. Я и раньше говорила, мы с Надей Низовкиной обсуждали в прямых эфирах и так далее. Я всегда говорила, что нужно, вот если у кого есть возможность, упереться ногами на краю оврага и заслонить своей спиной, понимаете, своей грудью тех людей, которые могут обрушиться в этот овраг. Если есть такая возможность у каждого человека, нужно это сделать. Не дать возможности раскрутить, забросить, не дать возможности уничтожить вот эти остатки демократии. Это, конечно, уже и не остатки, но, в общем, человеческий ресурс. Вот так вот. Спасибо, Человеческий спасибо. ресурс как можно беречь, 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 беречь. Изо всех возможностей исходить. Спасибо, Наталья Ивановна, спасибо. Я сейчас хотел бы дать слово Вараздату Антоняну. У него с батареей очень слабая, он меня предупреждал. Поэтому, может, у него вопросы, и а то он боится не успеть. Вараздат, тебе Да, слово. конечно, конечно. Ну, спасибо, во-первых. А второе, Юра, я как бы не то, что мне приятно слышать, я что это слышал и весь нервный был, как мучили, как замучили людям, и в том числе вот Наталья Ивановна. Ну, я сдерживаюсь, потому что я сейчас в данный момент нахожусь в истерике, я боюсь что-нибудь на статью не срываться. Лучше сдерживаюсь. Потому что так с людьми мне не делает. Наши советские полиция была с нашей стороны. А сейчас кого? Полиция. Не стыдно вот эти полиция, которые говорили, что палец сломали их. Даже об этом, кто слышит, стыдно даже, позорище.
Но я просто сдерживаюсь. Давайте я буду слушать. Еще, наверное, 10 лет. А после я выхожу. Спасибо. Спасибо, Аразат, спасибо. Хотел сказать о Я, том, что Вараздат сейчас на работе, прямо вот смотрит нас и участвует, прямо, ну, назовем так, за рулем своего троллейбуса. Конечно, Мгм. нельзя, но он в руках его не держит, он у него висит, и просто он ну, высказывается, и все. В любом случае, спасибо. А, Наталья, может, еще что-то есть сказать, продолжение или... Ну вот я хочу сказать большое спасибо и привет Вараздату, его семье за его позицию, за его, значит, вот такой вот. Я вспоминаю, что когда в поддержку Конституции, например, я выходила и, ну, очень торопилась написать плакат, что нужно уничтожать не Конституцию, а власть, не уничтожать, менять. Менять не Конституцию, а власть, я написала. И, в общем, это был большой огромный плакат, мне нужно было там краски достать, мне нужно что-то еще было достать. Вот Раздат мне такого рода помощь оказывал, ну, помогал. Ну, это я не хочу сказать, чтобы ему это какая-то неприятность была. Просто я хочу отметить, что он неравнодушный, что он всегда приходил на помощь, если надо где-то довести, надо где-то что-то сделать. И то, что власть его, как говорится, ре репатриировала его, по сути говоря, в Армению, ну, на свою историческую родину. Возможно, ему было сложно, но теперь вот я так понимаю, что он нашел свое место в жизни, и все у него благополучно. Так что спасибо большое вам, Вараздат. Желаю вам здоровья, всего хорошего. Ну, а я бы хотела, значит, вернуться, или вы еще зададите вопрос к тому, о чем вы говорили в начале. Ну, вот это ваша позиция в отношении, что мы люди одной планеты, что Ну, мы да. да. Ну, конечно же, всем, кто приходит к нам в первый раз, я всегда задаю такой вопрос, как говорится, главный вопрос нашего международного сообщества «Шахмат земляне». Наталья Ивановна, скажите, ваше видение будущего всего человечества, не только нашей страны, не только Улан-Удэ или там России, или там вообще, а вообще человечество на Земле. Какое бы вы видели, какое бы вы, ваше видение, да, вот того, как должны жить люди в будущем, то бишь наше будущее поколение, не только наши дети, а вот даже внуки и правнуки. Возможно, это лет так через 200-300. Вот такое видение у вас есть какое-либо? Ну, я поклонник, значит, как говорится, творчества Ивана Ефремова. Его книга, которая прошлась, ну, в тот период времени, я, наверное, в этот момент родилась или, может, была небольшая еще, так сказать, когда Ефремов, и палеонтолог, и историк, и геолог, и в одном лице еще оказался фантастом, причем фантастом-то довольно-таки интересным, предсказывающим будущее. «Туманность Андромеды», которую он написал в тот период времени, где он, значит, представил вот это человечество в виде одного сообщества, живущего на одной планете, стремящегося к тому, чтобы не только сохранить свою, она уже была сохранена в его произведении, в этом планету Земля, но и устремилась к звездам для того, чтобы помогать представителям, значит, других рас и, ну, ответвлений человеческой расы, так скажем. Смысл в том, что даже не то, что он говорил о том, что шагнуло человечество к звездам, к будущему. Самое-то главное, вот это вот его роман «Утопия» и «Час быка», например, я хочу вспомнить роман «Утопия», где говорится о том, что почему утопия, да? Ну, что мы знаем, мы Кампанеллу вспоминаем, город солнца там и так далее, что все вот человеческие устремления,
в лучшее будущее никак иначе не называется, как утопия. Антиутопия – это если мы видим будущее человечества очень плохим, уничтожающие поступь такая идет по всему этому, как говорится, по всей планете Земля, там, превратившаяся, значит, в конец цивилизации и так далее. Ну, так вот, мне нравится и вот эта позиция, когда показано у него вот этот роман, например, о котором я сейчас упомянула, «Час быка», там говорится как раз вот это утопия, антиутопия в одном романе. Все это показано. Вот по такому пути пойдем, получим то-то, по этому пути пойдем, получим то-то. То есть человечество, находясь на грани, оно все равно поймет, оно все равно осознает. И я думаю, такое движение за мир, за сохранение природы, за сохранение нашей планеты Земля, ресурсов для будущего человечества и так далее, оно есть, оно расширяется. Вот, кстати говоря, в этом плане очень актуальна ваша программа. Находятся какие-то люди, которые, значит, объединяются на этом фоне. Ну, допустим, наш маленький вклад, который могли бы мы, вот, например, сделать по сохранению там лесов, по сохранению Байкала. У нас же ведь тоже, кстати говоря, очень в Бурятии, например, очень такая расширенная такая, скажем, даже не программа, а движение разных людей, которые, объединившись и даже достучавшись до ЮНЕСКО, говорили о сохранении озера Байкал. Очень много. И, кстати, вот эти вот люди у нас в Бурятии, они даже, может, стоят по разные стороны где-то в чем-то баррикад. Они где-то друг друга что-то не понимают. Политические у них какие-то разногласия есть, личностные какие-то непонимания порой бывают. А в общем-то они же все, в принципе, готовы объединиться для того, чтобы сохранить свою жемчужину Бурятии. И причем как жемчужину не только для Бурятии, а для всей планеты, это озеро Байкал, и пресные водоемы, эндемики, которые там существуют, и леса, и заказники, и заповедники. То есть вот по такому пути люди готовы идти. И были такие прецеденты, скажем так, когда, например, по берегу озера Байкал, вот сколько-то лет назад уже было, хотели проложить вот этот газопровод «Сила Сибири» туда. И, значит, и люди встали, иркутяне, Бурятия, и сделали этот загиб, обошли стороной и провели, ну, значит, по-другому, по какому-то маршруту провели этот нефтегазопровод. Ну, в общем, вот эти трубы провели для того, чтобы, ну, мы понимаем, для чего это было сделано. Но факт тот, что, значит, люди пытались защитить вот это все. То есть случаи такие, повод для того, чтобы отстоять природу у наших земляков есть много, очень даже. Вот. Ну, а я, например, как вижу, я, конечно, ну, в этом случае, как бы, кто я есть-то, романтик, наверное. Я вижу все-таки, что человечество объединится. Если раньше я по молодости лет не понимала значение глобализации, то теперь как бы я понимаю это как объединение человечества в целях не просто выжить, не просто, значит, разумно использовать резервы и ресурсы Земли, и, ну, в общем, вот это все, это я вижу. Но это возвращаясь к роману «Час быка» Ивана Ефремова, хочу сказать, вот как раз и будущее человечества там нарисовано именно такое. Там, значит, планета, есть отдаленная планета, на которой вид человечества живет, и они пошли по другому пути, ну, то есть по пути разрушения, исчерпали все ресурсы, люди, значит, стали в противовес друг другу, были сильные, были слабые, были те, которых уничтожают ради того, чтобы остальные жили. Ну, то есть вот человек в тот период времени, он уже предвидел, что происходит сейчас. Вот, сейчас на нашей Земле одни сильные мира сего пытаются захватить все эти ресурсы, делят территории для того, чтобы ну, пользоваться этими ресурсами и, как говорится, безгранично. Вот. А другие совершенно другую сторону занимают. И эта сторона, надо сказать, что становится понятным многим, почему такое происходит. Ну, то есть я думаю, что человечество все-таки готово рано или поздно остановиться на грани и занять позицию
не просто по выживанию и сохранению. Есть такие программы, есть такие люди, очень много. Я сейчас призабыла, как это называется, их программа. Ну, тоже и Людмила Фионова, там какие-то эти, знаете, ученые, объединившиеся, по-моему, Институт 100 ученых, или как-то так он называется, которые как раз разрабатывают программы по сохранению. Я даже слушала лекцию этой женщины, она ученый, она говорила о том, что те, которые толкают человечество к ядерной войне, те, которые толкают человечество на грани вымирания, они, говорит, что, говорит, это самое, могут поменять место жительства, что ли? Они что, рассчитывают сесть на космический корабль и улететь и где-то, ну, в общем, это благоденствовать, у них не получится, они же вместе со всем человечеством связаны. То есть, получается, каждый человек, ну, наделенный властью или лишенный этой власти, по одну сторону черты находятся или по другую сторону черты, рано или поздно они должны, как говорится, найти общий язык. Вот сколько времени пройдет, но это произойдет обязательно. Обязательно произойдет. По-другому быть не должно. Спасибо, спасибо за ваш ответ. И я с вами тоже солидарен в этом. Ну, что ж, гостей у нас не так много сегодня. Раздат батарея силам ушел с конференции. Ну, ничего простительно. Ну что ж, Наталья Ивановна, хочу вас поблагодарить за, как говорится, участие в нашей сегодняшней беседе. Ну и сказать тем зрителям, которые будут смотреть, друзья, во-первых, поделитесь этим роликом в социальных сетях, в своих мессенджерах, со своими друзьями. Пройдите по ссылкам и подпишитесь на те ресурсы, на которых, назовем так, шаг «Мы земляне», о которых я говорил в начале. Дело в том, что вы сами понимаете, YouTube-площадка, конечно, хорошо, но это очень тяжело. Чтобы вот даже загрузить этот ролик, мне понадобится довольно-таки много времени и сил, чтобы все-таки загрузить этот ролик. На других ресурсах это намного быстрее и проще. Ну и сами знаете, что такое цензура. Всем спасибо. Наталья Ивановна, вам тоже еще раз спасибо. А всем, кто смотрел, Спасибо вам. благодарю вас. Ну и последнее слово вам, Наталья Ивановна. Ага. Ну вот, я рада, что у вас такой есть ресурс. Я рада, что у вас столько много сил и возможностей вы тратите для того, чтобы донести вот эту точку зрения. Я, кстати говоря, когда мне ссылка пришла на этот шаг, я начала вот эти ролики просматривать, прослушивать, поняла, что я с некоторыми такими, я согласна целиком и полностью, особенно где говорится про вот эти вот, про то, что, ну, я грубо своими словами скажу, что вот эта мафия, по сути говоря, олигархическая захватила эти углеводороды и так далее, и практически тормозит развитие прогресса, где можно использовать какие-то другие возможности, там, получение электроэнергии, значит, и для того, чтобы двигатели это не внутреннего сгорания были, а работали там на других дешевых и безопасных для человека источниках. Это все очень интересно, да, очень интересно. Я, кстати говоря, даже своим, ну, как бы знакомым, ну, я сейчас практически никуда из дома не выхожу, но кому могла, я уже на эту тему рассказывала, и вызывает такой же интерес. Поэтому, если расширять этот канал, подавать его, ну, вот эти, да, привлекать тех людей, которые действительно вот эти вот ученые занимаются этими разработками, и чтобы они популяризировали это все, то это шаг действительно в будущее, шаг по сохранению ресурсов, шаг по сохранению человечества и, ну, объединению людей. Ну, в общем, на внеполитическое, кстати говоря, у Ефремова тоже же внеполитическое объединение, это, по сути говоря, на человеческой, на нравственной основе это все должно происходить. Ну, вот это будущее, наверное. Я так думаю, что лишь бы не было, как у Некрасова. Жаль, говорит, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе. Хотелось бы
Если это не нам достанется, то пусть достанется нашим детям, внукам, пусть достанется это тем будущим поколениям, чтобы они процветали, берегли свою планету, ну и становились как можно нравственнее и дружелюбнее, человечнее, ну, в общем, все что угодно. Так что спасибо за вашу работу, спасибо, что вы меня позвали. Извините за то, что я многословно говорю, надо короче формулировать мысли. Ну, вот Ничего. так бывает со мной. Спасибо, Всем спасибо за ту благодарность и за все, что, ну, как говорится, мы с вами на одной волне. Друзья, всем до свидания, до новых встреч. Не забывайте про а, телеграм-группу «Шаг мои земляне». И закончить я хочу свое выступление. Земля– наш общий дом. Это девиз нашего движения. Всем пока. до свидания.